На одном из мероприятий мы познакомились с молодым ученым Александром Винокуровым, который работает младшим научным сотрудником лаборатории «Человек в Арктике» в Институте гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения Российской академии наук. Нас привлекла тема его научного исследования, и нам стало интересно, как он пришел в науку. Об этом мы и побеседовали с ним накануне Дня науки. Я родился в городе Якутске, но вырос в селе Тулагина. Школу закончил в городе и закончил мое первое высшее образование, исторический факультет СВФУ. Второе высшее образование я получил в Москве, в историко-архивном институте. Соответственно, я начал заниматься наукой, потому что мне с детства было интересно. У меня родители оба ученые. Мама у меня кандидат педагогических наук, отец у меня кандидат биологических наук, тетя у меня кандидат исторических наук, ну и другие родственники, они тоже уже в научной среде. С детства данной средой я уже пропитался, мне было интересно. Ну и самое главное, мне привили чувство поиска, да. В связи с поиском я пришел к научному поиску и так и втянулся. У меня дедушка, он был как краевед, да. Я в детстве всегда ходил за дедушкой, когда он собирал информацию о ветеранах Великой Отечественной войны, ветеранах тыла. И там старики всегда разговаривали между собой, кто откуда родом, кто откуда переехал, у кого какие корни, кто в каком Малайсе жил, потом гражданская война как была, да, ну и колхозы как первые организовывали, и потом как поселкование шло. Мне было интересно, я сидел, стариков слушал, и в связи с этим я понял, что мое будущее будет связано с историей, потому что от этого у меня глаза горят. Что же вас подвигло именно в эту область? Да, спустя годы я думаю, что это один из результатов подготовки научных кадров с детства. С детства, участвуя в конференциях «Шаг в будущее» и в других конференциях, благодаря их помощи и наставничеству у меня оформилось будущее, видение своего будущего, да. Модным языком говорят, как профориентация, одна из частей профориентации была. Конечно, когда ребенок, он думает, что ученый — это тот человек, который приходит, делает опыты, а тот человек, который сидит где-то в лаборатории, например, да, Но на самом деле нет, на самом деле ученый имеет свою специализацию, да, то есть свою специальность. В частности, у меня это специальность истории. То есть я решил продолжить свой любимый предмет, свои любимые научные школьные исследования, то есть тематику исследований, и связать уже с научной работой в данной стезе уже свою дальнейшую жизнь. В 2022 году в нашем институте в молодежной лаборатории «Человек в Арктике» была принята к реализации тема НИР, которая связана с человеком и животным миром в Якутии. Да? В том числе изучались генеалогические и тотемические представления. Я с удовольствием согласился на предложение руководителя нашего НИРа Ольги Валерьевны Васильевой. Одной из важных причин, то есть моя мотивация какая была, то, что в детстве бабушка, дедушка часто рассказывали, что они родом из Кидюсинского наслега Намского улуса. Сейчас такого наслега не существует. Его территория отдана в ведение города Якутск, и жители переселены в село Маган. Часть жителей переселена по другим наслегам и селам Анамского и Горного улусов. Бабушка с дедушкой рассказывали, что
Когда они были маленькими, в 20-е, 30-е годы, вот часто видели людей, которые да, вот, то есть на оленях да, как бы пролетали, да, вот. Это были караваны, получается, да, вот сейчас я, если с высоты как бы лет сейчас думаю, интерпретирую их рассказы, это были, скорее всего, караваны, да, вот, и караваны были как и перевозящие те или иные товары, либо караваны, перевозящие почту. Так как в те годы, в 20-е, 30-е годы, была гужева подводная повинность. В связи с этим из Горного Улуса и из Вилюйской группы улусов через Кюдюсинский наслег проходила дорога. Одна из, как бы мы знаем Вилюйский тракт, который сейчас современный, через Магарасы. Также была вторая дорога, которая проходила через Кюдюсинский наслег. Вот. По этой дороге как бы пролетали, получается, да, на оленях. Вот. И затем вообще, будучи уже студентом, будучи аспирантом в трудах наших историков, часто читаешь вот, тунгусы Кангаласского ведомства, тунгусы Алданского ведомства, и невольно задаешься вопросом, данная тематика, она была отражена в чьих трудах, получается, да? Таким образом, я ознакомился с работами Глафиры Васильевич, Бориса Долгих и других ученых, и как бы, для меня как бы открылось видение, что это действительно очень богатая, очень обширная и очень интересная тема исследований. Вот. Так как я по образованию историк-архивист, для меня было интересно чисто то, что историко-документальное, историко-архивное описание данной проблемы. Вот. Поэтому я согласился с участием в данном мире. Вот. Скажите, пожалуйста, вот конкретно ваша тема, которой вы занимаетесь, как она называется вот, в связи со всеми этими? Моя тема – это генеалогические и тотемические представления народов Якутии с 1632 года по 1917 год. Вот. В рамках данной темы я провел работу по систематизации родового состава якутов, также родового состава тунгусов, то есть эвенков. Просто я говорю по терминологии, которая была по 1917 год. Вот. И, соответственно, вот их тотемические представления тоже удалось где-то выявить новые факты, где-то полностью согласиться с трудами предшественников. Но в целом исследование получилось интересно, вот, и про него хотел бы рассказать. А новые факты – это что? То, чего, может быть, мы не знаем. Интересно то, что, например, шалагоны, да, возьмем в частности шалагонцев. Шалагоны, они проживают не только на территории Оленёкского улуса, проживают не только на территории Горного улуса. Шалагоны также есть на территории Авданского района, также на территории Нерюнгринского района. И, как показывают архивные документы, они поселились среди тунгусов Алдано-Майского ведомства. Также часть шалагонских семей ушла в сторону Хабаровска современного края, да, и в сторону Амура. Вот, то есть движение населения в те годы было очень, да, очень сильным. И очень, да, конечно, вот, был такой процесс того, что родовые группы, они переименовывались. И если раньше они назывались шалагонами, то в связи с тем, что они переходили на скотоводство, вот, и переходили вот, как бы, на другой тип хозяйства, да, не связанный с охотой, с оленеводством, и в связи с тем, что они начинали находиться уже немного в другой экономико-правовой среде, да, вот, они образовывали наследие. Так из тунгусов шалагонского рода Мархинского ведомства, то есть Юрбинского улуса, был образован чуть-чуть, буквально перед революцией, масанский наслед Моганы Негелега Мархинского улуса. И в связи с этим как бы, мы посмотрели переименования и в других местах. Это был не единичный факт. Вот, если обратиться к истории тунгусов Вилюйского улуса, да,
то очень интересен тунгусы джахутского рода, джоху. Слышали когда-нибудь? Джоху. Мгм. Данный род джоху, он по ревизским сказкам 1782 года, 1795 года, потом 16, 50, 58 года представлен как один жахутский род. Вот. Потом со второй половины XIX века начинаются процессы смена типа хозяйственной деятельности, участия населения рода. В связи с этим один большой джахутский род начинает делиться на 5 родов, целых 5 родов. Вот. Это Джаны Джоху, Арга Джоху, Илин Джоху, Джоху и Тюнгюргестях. Вот. Не будем останавливаться на всех. Вот. Тут, например, показательна история тюнгюргестахского рода, бывшего джахутского, тунгусского рода. Соответственно, с тем, что они проживали в местности Тюнгюргестях, для того, чтобы их не путали с другой частью рода Джоху, которая жила возле современного кыргызского наследия Вилюйского Улуса, они поменяли свое название и стали называться Тюнгюргестахский наслед, Тюнгюргестахский род. Вот. И данные примеры, они не единичны. Вот. В своей работе я собрал все переименования по тунгусским, паламутским, кагирским родам Якутии и согласно архивным документам, вот, чтобы понимать, как происходила административно-территориальная реформа 1930 года, когда Якутия уже была советской, когда было советское государство, и когда перед коллективизацией по всей стране у нас была проведена административно-территориальная реформа. Вот. Сейчас мы, например, говорим бельдетский, эвенкийский национальный наслед. Вот. Пользуясь моментом, хочу выразить благодарность для главы наслега Сидорова Джилстана Витальевича за оказанную помощь, за оказанную поддержку. Вот. Если мы говорим про бельдетский наслед, то на территории данного наслега проживали родовичи не только бельдетского рода, то там проживали несколько родов, да? Если про них сказать, это первый бельдетский род, второй бельдетский род, в том числе подразделение кельтяки, калтакули получается, да? Потом третий бельдетский род, затем там же проживал буягирский род, проживали представители первого, второго нюрмаганского родов, также был мекигирский род, получается, да? Вот. И Нюрмаганск. Затем в 1930-е годы с обнаружением золота на территории бассейна реки Алдан и с образованием Алданского территориально-промышленного комплекса, там тоже были проведены работы по созданию туземных советов, да? Вот. Также были проведены работы по коллективизации. Вот. Ну и, соответственно, уже во второй половине 20 века был образован Хатыстыр, бельдетский наслед. Хатыстыр считается местом таким, куда переселялись венгры из других мест. Местом встречи. Местом встречи, можно сказать. Вот я как раз к этому подхожу. Вот. Выехав в Хатыстыр, держа в руках архивные документы, я думал, что только бельдеты, буягиры, нюрмаганы будут. Нет. Нет, для меня стало еще больше интересно, потому что, встретившись со старожилами, со стариками, поговорив с Джилстаном Витальевичем, я для себя открыл уже историю немного с другой стороны, да, со стороны второй половины 20 века, когда на территории Хатыстыра были переселены колхозы, и, собственно, люди, может, еще единично по своей инициативе переезжали из Чары, например, да, Алёкмы, потом из Уснюкжи, получается, да, вот. Потом переезжали люди из других, районов, да, вот Салдана, например, да, то есть Усмаи,
вот, с Усмайского ведомства, были потомки представителей из вот, Хабаровского, да, вот. Это как бы очень большое поле для исследования, чтобы понять как бы движение населения, которое шло. Вот. И для меня как бы было интересно тоже услышать, что часть представителей местного населения Хатыстырского, оно наоборот уезжало как бы в Хабаровский край, в Нюкжу, вот, на Амур и Валдан, как бы, да, вот есть такой момент, что интересно. Активное переселение было, да? Одни сюда, другие отсюда. Знаете, это было связано не только с образом вот, хозяйственной деятельности, оленеводства, да, и охоты. Вот. Это также было связано еще и тем, что эвенки, они выступали в качестве проводников для экспедиций. Вот. В этом году я собираюсь посетить село Кутана Алданского улуса. Вот. И для меня очень интересна вообще вот история Улукиткана, проводника, да. Вот. Он был представителем рода Бута, вот, из Альгамды. Альгамда, река получается. Мне вот интересно как бы для себя понять вообще вот расселение рода Бута не только вот на территории вот республики Саха-Якутия, но и на сопредельных регионах, да, вот. Имея вот это архивные документы, также имея вот эти переписку Якутского губернского областного управления Приморской областью, да, вот, ну, в будущем Хабаровским краем, вот. Хотелось бы вот на основании архивных документов провести документальную реконструкцию. Род Бута – это один из крупнейших родов эвенкийских, поэтому его представителей этого рода можно вести. Вот правильно сказали, что они и в Хабаровском крае, и в Якутии, и за пределами вот они везде встречаются. Вот действительно большое поле для исследований. Это очень большое поле для исследований. Если мы обратимся к документам ранних ясачных ведомостей, да, вот, то мы можем увидеть, что род Бута вобрал в себя другие малые родовые группы, да, в связи с тем, что он увеличился. Потом к ним присоединились группы якутского происхождения, допустим, роды Бетум. Пользуясь моментом, выразить благодарность для фонда «Полюс фонд» за оказанную грантовую поддержку. Вот. И в следующем году в рамках данного проекта мы уже по роду Бута проведем более подробные исследования. Роды, они находились же в движении, получается, постоянно, да. В связи с этим, допустим, если человек родился на Альгамде, да, то он мог потом оказаться уже в Бамнаке, например. И также, допустим, человек родился в Чаре, и потом может оказаться у Снюкже, например. Вот. То есть мы именно по административной принадлежности. Потому что после 1917 года, когда советская власть пришла, уже немного путаница начинается, да, потому что сельсоветы, туземные советы объединяют, потом их опять расформировывают, переводят состав другого, потом совсем в другое место переселяют. Поэтому по советскому времени изучать как бы нельзя. Надо изучить по состоянию, да, в царское время, по 1917 год. Если немного вернуться к теме Нира, то нами было произведено 2 экспедиционных выезда. Первый выезд был в 2022 году, село Эрт Горного Улуса, где мы встретились с представителями родов Второй Шелагонский, Первый Шелагонский и Нюрмаганский. Когда мы туда выезжали, у нас был список из посемейных списков. Вот. Также у нас были делопроизводственные документы по созданию Второго Шелагонского наследия. Потом были документы по переводе части жителей Шелагонских и Нюрмаганского родов в состав инородцев якутов Мытавского наследия. Да? Вот. Когда мы выехали
поговорили с местным населением. Вот. Для нас как бы вот эта история, она заиграла совсем другими красками, да, вот. Появилось уже понимание, вот, увидев по фотографиям и те места, потом, когда потомки родов, они рассказывали про производительность этих аласов, где они проживали, да, сколько травы вырастало, почему они как бы искали другие аласы, потом какие отурях, то есть травяные речки, они пытались как бы для пользования получить. Да. В связи с этим мы собрали очень интересный материал. Она одна из старейших жительниц села Өрт, то есть шалагонского наследия. Ее отец был Олонхасутом. Вот. Ее отец был одним из результативных охотников-передовиков. Вот. Мы выезжали в село Хатыстыр в прошлом году, в ноябре месяце. Там удалось тоже встретиться со старожилами, вот, поговорить. И для меня история тунгусов кангаласских родов открылась совсем с другой стороны. Вывод у меня будет следующий. Тему нужно еще досконально изучить, углубить. Движение населения было очень большим, очень активным. Потом географически они проделали очень большой путь. Допустим, с Нюрбы, да, вот, например, те же Нюрбагаты, Шалагоны, да, они с Нюрбы переселились, получается, на территорию Горного, на территорию Хатыстыра, на территорию Иенгары. То есть это же большой путь. Основной вывод – то, что материалы Национального архива Республики Саха-Якутии, они обладают очень богатым документальным комплексом по изучению истории тунгусов как Кангаласского ведомства, как тунгусов Алдано-Майского ведомства, Алекминского ведомства и, соответственно, Вилюйского ведомства. Если мы хорошенько изучим данные документы, то можно понять, да, вот движение родовых групп, как они переселялись, откуда они переселялись, и можно будет в будущем уже понять привязку вот этих топонимов, да, вот, понять, откуда, допустим, Алыингда, Кубаингда, вот, Амысах, другие названия, как появились. То есть проживала ли ранее тут группа? Или это была всего лишь как бы временная остановка, и потом они пошли дальше? Ну, будем считать, что вы продолжите всем этим заниматься, да? Да. Александр, спасибо вам большое за беседу. Я желаю вам дальнейших успехов.